На Якутия-24 итоги дня. Прямо сейчас расскажем о главных событиях. Меня зовут Александр Лысак. Здравствуйте. Разделить горечь утраты якутяне вышли на площадь Ленина, чтобы почтить погибших в столице Кузбасса. Не повторится ли пожар в торговом центре и в Якутске? Спасатели решили проверить пожарные выходы торговых комплексов столицы. Восстановлению подлежит. В Ленске завершают ремонт центрального рынка после пожара. Ну и сегодня под стражу был заключен технический директор торгового комплекса «Зимняя вишня» Георгий Соболев. Следователи потребовали немедленный арест, однако суд отложил его на 72 часа. Трехдневный траур по погибшим объявлен и в Якутске. Флаги на административных зданиях будут приспущены, развлекательные мероприятия перенесут, изменится и сетка вещания каналов республиканского телевидения. В храмах Якутска прошли богослужения по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа. Во всех храмах республики совершили молитвы об упокоении душ погибших в результате пожара в Кемерове. Панихида состоялась в Преображенском кафедральном соборе. Тяжелейшая трагедия. Пусть милосердие Господь даст нам мудрости, здравомыслия, не повторять подобных ошибок, халатности. Сегодня целый день люди заходили в храм, несмотря на то, что это будничный день. Сегодня целый день люди заходили в храм, несли цветы, и сейчас вы видите с цветами. Те, кто приходили на богослужение, это были монахи, монахини, студенты и преподаватели нашей Якутской духовной семинарии и клирики собора. Жители Якутска выходят на улицы, чтобы почтить память жертв страшного пожара. Горожане несут цветы, свечи, игрушки к площади Ленина. Руководитель республики Егор Борисов также присутствовал на акции, он возложил цветы. Трагедия никого не оставила равнодушным. Акции в памяти о погибших продолжаются по всей России. Сегодня представители общественных организаций, молодежи, в целом неравнодушные горожане пришли почтить память погибших в этой страшной трагедии. В «Зимней вишне», конечно, эта трагедия коснулась всех, она тронула сердце якутян. И, безусловно, Якутия вместе с Кемеровским областью. Ну а теперь кемеровская трагедия станет отправной точкой для сотен, если даже не тысяч проверок торговых центров по всей стране. Инспекторы пожарной охраны Якутска уже утром осмотрели торговые комплексы. В рейд отправились и корреспонденты Якутия-24. Сейчас мы находимся на втором этаже торгового центра, и для того, чтобы провести наш эксперимент, поедем на самый верхний этаж и попробуем найти эвакуационный выход. А для того, чтобы узнать, сколько времени нам для этого потребуется, я буду засекать таймер. Пускаем таймер. Сколько времени нам потребуется для того, чтобы выйти из здания. Для того, чтобы выйти из здания, нам потребовалось всего минута и 40 секунд. Мы имеем 6 выходов эвакуационных. 2 основных, это первый и второй этаж центральные. И по бокам, значит, вот еще 4 эвакуационные лестницы. Можем сейчас посмотреть во время сеанса, открыты у вас двери или нет? Конечно, можем. Двери открыты всегда, здесь штора для того, чтобы свет не попадал. И второй выход мы можем обойти с той стороны. Большого зала. С большого зала 2 выхода с той стороны и с этой стороны. Использована ткань противопожарная, которая также должна блокировать. Но не все так радужно оказалось в других торговых центрах столицы. В частности, одно из популярных среди жителей и гостей Якутска место прямо в центре города показалось нам не самым безопасным. На 5-м этаже один из выходов оказался перекрытым. Побежали через другой, но внизу нас ожидали закрытые на ключ двери и в полной темноте. Выход мы нашли, но для этого нам пришлось вернуться и потерять драгоценное время. Однако в силу многих причин мы могли увидеть только малую часть происходящего в помещениях. А от зоркого глаза специалиста они точно не ускользнут. Во время уже официального рейда инспектор пожарного надзора в торгово-развлекательном комплексе столицы указала на несколько недочетов. Эти стеллажи отсюда нужно будет убрать, потому что пол
по направлению выхода они у вас стоят. Нарушения пообещали немедленно устранить. С другими замечаниями тоже не стали спорить. Все эвакуационные пути выхода должны быть открыты на момент нахождения людей в здании. В ночное время, да, когда людей нет в здании и там из персонала 1-2 человека, это возможно. В целом, грубых нарушений, которых сотрудники не смогли бы исправить незамедлительно, инспектор не зафиксировала. На то, что любая мелочь в экстренной ситуации может сыграть свою роковую роль, неоспоримо. Саргалана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск. Проверки совпадут с месячником пожарной безопасности в Мирнинском районе. В Удачном готовят объекты жизнеобеспечения, социальной сферы, места массового скопления людей. Проверяют состояние территории, источники противопожарного водоснабжения и средства тушения. Под пристальным вниманием исправность пожарной сигнализации, работа охраны. Руководителям предприятия Удачного рекомендуют предоставить отчет до 14 апреля. Ну а в Ленске завершают реконструкцию здания центрального рынка после пожара. ЧП случилось год назад. Причиной возгорания тогда назвали короткое замыкание. Огонь уничтожил 3 помещения и кровлю. Сегодня ремонт подходит к концу. Двери для покупателей откроют уже через 2 недели. Жители Ленска с нетерпением ждут открытия рынка, который должен заработать после реконструкции. Конечно, это неудобно, когда нет в городе рынка, потому что всегда в любой момент можно приехать на неделю вперед, так скажем, закупиться свежей продукцией, мясом, ну и бытовой техникой. А так у нас приходится, конечно, в разные магазины ходить, это ты теряешь очень много времени. Реконструкция здания после пожара – дело сложное и трудоемкое, поэтому проводило его предприятие ЛУТК около года. Можно сказать, что отстраивался рынок сначала. Только 3 месяца у строителей ушло на то, чтобы выровнять пол и залить его новым бетоном. Это сделать было довольно непросто, так как площадь здания более 5000 квадратных метров. Как нам пояснил Алексей Кононов, менеджер компании, когда последний раз проводился ремонт торговой площади, никто не помнит. Да и сегодня он стал вынужденным. Вылился он предприятию в огромные средства. В результате ремонта были установлены новые окна из стеклопакетов, полностью заменена проводка, отопление, трубы и сантехника. При замене кровли и облицовке фасада были использованы несгораемые материалы с применением мембраны. Горючих материалов в зале нет вообще. То есть, начиная со стекла, с металлоконструкции, с рольставен, с заполнения, межстеновые заполнения выполнены из стекломагниевого листа. Поэтому с точки зрения пожарной безопасности, с точки зрения практичной эксплуатации и внешнего вида, самый оптимальный вариант. Как и прежде, в здании рынка будет 2 отдела – промышленный и продуктовый. Мест хватит на всех, отмечает в управлении рынка. В промышленном зале 42 торговые точки. Все они из стеклопакетов с ролл-ставнями. В продуктовом зале справа находится несколько торговых точек в виде ларьков. Руководство рынка закупило и планирует установить в них морозильные камеры и стеллажи. С другой стороны будут находиться ряды с охлажденным мясом и сельхозпродукцией. Кабинеты для административных работников будут располагаться на 2-м этаже. Все работы подходят к завершению. В начале апреля рынок будет открыт. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Приходили из Ленска и трагичные новости. Там трактор задавил человека, мужчина погиб на месте. Все произошло сегодня возле дома номер 9 по улице Чапаева. Водитель машины убирал снег возле частного гаража и не заметил прохожего. На месте сейчас работает следственная бригада. Из-за снегопада и сильного гололеда на федеральной трассе Лена ограничили движение больших грузов и маршрутных автобусов. Закрыт участок протяженностью 150 километров. С 475 по 626 километры выставлены дополнительные наряды ДПС. Работает дорожная техника. Водителям рекомендуют переобуть автомобили в подходящую резину, пристегиваться ремнями безопасности и сохранять бдительность на дороге. Ну а сейчас короткая реклама. Смотрите далее. Ответить на каждый вопрос и помочь всем. Руководитель региона Егор Борисов провел личный прием граждан. Как привлечь местные кадры в промышленность? В Нижнем Бестяхе обсудили реализацию года содействия занятости населения. Закрыть нельзя сохранить. Жители Якакута Алданского района просят закрыть поселок. Почему их не хотят слушать?
Это итоги дня на Якутия-24. Мы продолжаем. Итак, 8 якутян стали кандидатами в наблюдательный совет Алроса. Об этом говорится в сообщении компании. Всего в списке 18 человек, в числе которых Егор Борисов, министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева, генеральный директор республиканской инвестиционной компании Петр Алексеев. Также в список вошли министр финансов России Антон Силуанов, генеральный директор Алроса Сергей Иванов и руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. В компетенцию наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства работой компании. Проблемы со сбытом и доходы, не покрывающие расходы. С такими обращениями пришли на встречу к руководителю региона жителям Якутии. Лия Еремеева из Хангаласского района руководит семейным бизнесом по изготовлению мебели. У частного предпринимателя проблемы со сбытом, поэтому она подняла вопрос о помощи по организации больших заказов крупным предприятиям. А заведующая частного детского сада Изамги Надежда Шараборина рассказала, что доходы не покрывают расходы. По присмотру за детьми до 3 лет пока компенсации не предусмотрены, а коммунальные платежи ежемесячно съедают 70 тысяч рублей. Борисов поручил правительству решить эти вопросы. Срок до мая. Но я подняла снижение тарифов, о льготах для частных предпринимателей, которые занимаются образовательной деятельностью. Вот именно до 3 лет поддержка государства до 3 лет именно по уходу и присмотру. Например, в январе 2018 года у меня по теплосчетчику посчитали 65 тысяч рублей на 146 квадратных метров. Это в детском саду в селе Амга. Вот так вот. Ну вот, это очень-очень много для сельской местности особенно. Глава республики до мая месяца дала указание правительству решить мои вопросы. Ленский молокозавод сменит профильный. В базе откроют цех по переработке мяса, а также возродят комбинат школьного питания. Напомним, 2 года назад предприятие закрыли по инициативе Роспотребнадзора. Весь прошлый год копилась задолженность перед работниками и кредитными организациями. В итоге набежало 7 миллионов рублей. Согласно документам, на реконструкцию молокозавода может потребоваться более 100 миллионов рублей. Менее 20 человек проживают сегодня в селе Якакут Алданского района. Автобус в райцентр ходит раз в неделю, предприятий давно нет. В селе работает только туберкулезная больница. Жители настаивают на закрытии поселка, однако их мечтам почему-то не суждено сбыться. Более подробно расскажут наши корреспонденты. Атмосферой печали и безысходности объяты улицы села Якакут. О былом величии напоминают десятки руин да зловещий вой одичавших собак. Производства нет, в селе действует только туббольница. Садик и школа закрылись в начале нулевых. Транспортные и сельскохозяйственные предприятия прекратили деятельность раньше. Недавно был ликвидирован ФАП. Впрочем, за помощью селяне по привычке обращаются к фельдшеру Валентине Кулиевой. Ходят, конечно, вот то от того дай, то того нету, а от давления там или бинтик попросить, или померить. В Якакуте проживают около 2 десятков человек. В большинстве это пенсионеры. На зиму многие уезжают из села. Невозможность добраться до районного центра, отсутствие мобильной связи, неблагоустроенность и разруха. Таковы условия жизни в Якакуте. Жилфонд полностью обветшал. Большинство бараков и частных домов были построены еще в 30-х годах прошлого века. У кого была возможность, давно покинули село. В поселке какая тишина просто. Народу-то почти нету. Тут сколько там, я вот не знаю, подсчитывали тогда. 14 жилых домов, ну, кто проживает там, где по одному, где с семьей. 2 года назад на сельском сходе было подписано коллективное прошение о закрытии села. Люди понимали, что им предстоит преодолеть множество ступеней законодательной лестницы. Однако в будущее они смотрели с оптимизмом. В январе 2018-го из Минэкономики Якутии пришел ответ. Для ликвидации населенного пункта, во-первых, недостаточно оснований, а во-вторых, туберкулезную больницу переводить некуда. В письме Минэкономики нам было рекомендовано рассмотреть вопросы о расселении жителей села Якакут по муниципальному образованию. То есть это поселок Ленинский или поселок Лебединый, либо в Алданском районе. Но, к сожалению, сегодня мы знаем, что социальное жилье, к сожалению, не строится. О ликвидации села на сегодня вопрос закрыт. Если жители переедут в близлежащие поселки, это будет не скоро. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алданский район, село Якакут.
Вот как помочь якутянам найти себя в промышленности, обсудили сегодня в Нижнем Бестяхе. Там рассмотрели план мероприятий года содействия занятости населения. Затронули и приоритетный проект «Местные кадры в промышленность». На совещании были не только чиновники, но и представители крупных компаний. Андрей Кырбасов сейчас проходит переподготовку на водителя-погрузчика. Приехал в Нижний Бестях попытать удачу. Хочет поступить на работу в крупную угледобывающую компанию «Колмар». К работе может относиться более серьезно, и соцпакет там обеспечит жильем. Так что, думаю, для карьеры это самое достойное место. Что сказали тебе? Сказали, после окончания обучения позвонить к ним и пройти практику в течение 2 месяцев. Потом, может, даже дальнейшее трудоустройство. Всего 5 компаний – Якутуголь, Эльгауголь, Полюс Алдан, Золото Селигдара, Прогноз и Колмар. Провели подбор подходящих работников из близлежащих улусов и города Якутска. В рамках реализации проекта «Местные кадры в промышленность» до 2019 года должно быть трудоустроено не менее 10 тысяч граждан, постоянно проживающих на территории республики. В компании Якутуголь местное население – это жители республики Саха-Якутия, это 98%. В компании Эльгауголь это около 60%. 60% компании «Эльгауголь» связано с тем, что часть компании, непосредственно производство, это отдаленное эльгинское месторождение наше, где, естественно, пока мы привлекаем жителей из других регионов нашей страны. То есть вахтовый метод работает, поэтому это показатель такой. Хотя тенденция последних 2 лет – это увеличение занятости местных кадров наших. Было 54, сейчас 60. Во время расширенного совещания было отмечено, что система образования пока не готова полностью обеспечить потребность промышленных компаний в кадрах. Поэтому к 2022 году средние специальные учреждения должны перейти на практикоориентирование. На данный момент в таком формате работают 9 средних специальных учебных заведений. Должна и система образования полностью адаптироваться под экономику, под те потребности рынка. Это одно. Второе, то есть и подготовка кадров, соответственно, и образование не в плане того, что среднеспециальное и высшее образование. Это уже надо начинать с детского сада, с среднего образования, чтобы профориентационная деятельность была, люди знали, была определенная культура, промышленная культура населения. То есть, чтобы, придя на предприятие, ожидания не конфликтовали с действующей реальностью. В феврале компания «Алроса» провела профотбор в Вилюйской группе улусов. Всего приняли участие 1200 человек. Из них лишь 300 компаний отобрала как подходящих по требованию и квалификации. Далее промышленные компании поедут и по другим районам. Оксана Устинова, Георгий Григорьев, Нижний Бестях, Якутск. Высшее образование без больших затрат. Такую возможность выпускникам школ предоставляет администрация Ленского района. Программа по подготовке кадров приоритетных отраслей экономики работает уже 14-й год. Как выучиться за счет муниципального бюджета и какие требования надо выполнить? Бесплатное высшее образование для выпускников Ленского района. Такую возможность ребятам предоставляет администрация Ленского района. Программа по подготовке кадров работает с 2004 года. На выбор любой вуз страны, любая форма обучения и гарантированное рабочее место. Всего 4 направления – здравоохранение, образование, культура и сельское хозяйство. Мы оплачиваем только за обучение, не оплачиваем ни проезд, ни стипендию, ни проживание. Но это более чем, так скажем, хорошая поддержка в каждую семью, так как сейчас все понимают, что обучение ребенка стоит очень больших денег. Оплата за обучение в вузе не должна превышать 150 тысяч рублей в год, а средний балл выпускника не менее 4. Своим правом получить образование за счет районного бюджета 10 лет назад воспользовалась ленчанка Анастасия Захария. После окончания вуза Настя по условиям контракта вернулась в родной город и уже 5 лет работает по специальности. И если учесть, что в то время это только начиналось, сейчас я думаю, что стало это более профессиональнее, более уже отработано, как по этим целевым программам работать. Поэтому, конечно, это огромный шанс для студентов поступать туда, куда они хотят. По линии администрации Ленского района высшее образование уже получили 16 специалистов. Еще одно направление обучения, которое предлагают в Ленском районе – нефтегазовое дело. В чем у них плюс? В том, что ребенок после 2-го курса может пройти практику, приехать к нам, вернуться в район. Но это будет оплачиваемая практика. И по окончанию учебного заведения также им предоставляется место работы.
Очередной прием документов начнется 1 мая текущего года. У выпускников еще есть время подумать, хотят ли они быть полезны родному району и получить профессию, действительно востребованную в Ленске. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Как стражам правопорядка удается приезжать на вызов за 3 минуты и почему гулять ночью опасно даже в центре города? Об этом нашему корреспонденту Петру Говорову рассказали сотрудники Росгвардии. Он отправился в ночной рейд с силовиками. Специально нас пригласили на рейд с вневедомственной охраны, которая тоже вошло в состав Национальной гвардии Российской Федерации. Ориентировки, указания. Рейд начинается с инструктажа. Далее сотрудники отправляются по машинам. В рейд по столице Якутии выезжаем с полицейскими Дмитрием Аконишниковым и Иваном Смирниковым. В течение 15 часов им предстоит контролировать центр города. Хорошо, по яркому отметка норма. Вызов дежурного. В одной из саун города сработала кнопка вызова. Полицейские обходят здание по периметру и входят в сауну. Заходим, видим, плачущая девушка, к тому же не в трезвом состоянии. Оказалось, что здесь гуляла компания, в разгар веселья сломали мебель, а оплачивать ущерб отказались. Хозяйка вынуждена нажала кнопку тревоги. Не, ничего не сломали. Отдыхаете просто? Ага. С кем отдыхаете? Сколько вас? Ну, с друзьями. Именно предметно посмотреть, мы видим сломанные стулья. Сломанные, посмотрите. То есть, получается, сами же посетители ломают казенное имущество сауны. Почему снимаете? Оперативная сервис у нас. Какой стул? Стул. Сколько стоит стул? 7 тысяч. 7 тысяч рублей. Они, получается, хотели убежать, когда мы приехали? Они сказали матами, он оплачивать не будет. Полицейские обнаруживают злоумышленника, вызывают подмогу ребят из вневедомственной охраны. Итог: нарушитель посажен в машину. Здесь сиди будем. На колесо сядь. На данного гражданина поступило заявление о том, что он громко выражался нецензурной бранью и, хулиганил в общем. И поэтому его сдали в отдел полиции по мелкому хулиганству. Не стоит думать, что специалисты работают только по сигналу тревожной кнопки. 52. 52. Сейчас, смотрите, поймали человека, он нетрезвый, весь в снегу. Давайте подойдем поближе. Погуляли, да, хорошо? Погулял. Я не пьяный. Ну вот так вот, не признает то, что он пьяный. Впрочем, вечер на удивление спокойный. Несмотря на потепление, пьяных дебоширов на улицах не видно. Обычно сотрудники проезжают около 100 километров за рейд и отрабатывают минимум 5-6 сигналов тревоги. Самыми тяжелыми оказываются длительные праздники. С начала года у нас сотрудниками вневедомственной охраны доставлено в отделы полиции свыше 600 тысяч человек за различные виды правонарушений. В отношении 300 административные протокола были составлены, в отношении 23 уголовные дела были возбуждены. Патрулирование не прекращается. Служебная машина останавливается, только чтобы выпустить домой съемочную группу. У сотрудников вневедомственной охраны еще 7 часов непредсказуемой рабочей смены. Петр Говоров, Илья Сыромятников, Григорий Охлопков, Якутск. Но в Нерюнгри подорожает проезд в маршрутных автобусах. Изменения вступят в силу со 2 апреля. Стоимость проезда составит 30 рублей. В случае использования проездной транспортной карты стоимость, конечно, будет ниже. Отметим, что стоимость проезда в общественном транспорте не повышалась в столице Южной Якутии с 2012 года. Путь к неизведанному. Мирнинские автомобилисты из внедорожного клуба «Медведь» отправляются в очередной автопробег. Исследовательский проект «Забытые уголки Якутии» существует не первый год и посвящен обычной истории Алмазного края. Однако в этот раз мирнинцы отошли от традиции и проложили маршрут в Иркутскую область. То ли это упал метеорит, взорвался вообще, в принципе, в мерзлоте, то ли это было какое-то действительно вулканическое извержение, но Доктор геолого-минералогических наук Александр Толстов озвучил наиболее вероятные гипотезы происхождения загадочного объекта в Иркутской области. Так называемый Патомский кратер обнаружен в середине прошлого века советским геологом Вадимом Колпаковым. Спустя 70 лет к нему отправляется экспедиция из Мирного, чтобы сделать посильный вклад
вклад в изучение таинственного объекта. На счету внедорожного клуба «Медведь» несколько поездок на север республики в рамках проекта «Забытые уголки Якутии». Но в этот раз джиперам предстоит пройти более 700 километров строго на юг, через Южную Нюю, Чапаево и другие населенные пункты к поселку Перевоз в соседнем регионе. Это ближайшая точка к Патомскому кратеру. Пусть все получится, все у нас с вами будет с Божьей помощью. Мы всегда будем к Богу прибегать и в пути у Бога помощи просить. В добрый путь. Экспедиция везет с собой специально изготовленную мраморную табличку, которую вручат на встрече с жителями Перевоза. Автопробег впервые пройдет под флагом Российского географического общества. Символ этой организации накануне доставили из Якутска. Доехав до конечного пункта, экспедиция из 6 человек оставит машины и пройдет несколько километров пешком по тайге. Иначе до кратера не добраться. На объекте планируют выполнить воздушную съемку и провести ряд несложных исследований. Измерить, может быть, традиционный фон, взять какие-то образцы грунта, камней. Вот что, в принципе, мы намерены в этом году сделать. Привезем какие-то образцы, попробуем их исследовать. Может быть, что-то новое узнаем. Автопробег рассчитан на несколько дней. Не теряя драгоценного времени, экспедиция двинулась в дальний путь. Таковы итоги сегодняшнего дня. Корреспонденты Якутия-24 продолжают следить за главными событиями не только в республике, но и за ее пределами. Всего доброго и до встречи.